Всем привет из солнечного Крыма. Орджоникидзе на связи. Едем в Феодосию на набережную пить мохито. Вечер, 7 часов. Фу, после такой жары катнуть захотелось под вечер. Плюс 32 или плюс 33. Море плюс 24. О. Вот такие дела. Да, жаришка стоит. Еще и душно так, капец. Я в майке выехал. Лето. Лето, пора ездить в майкой. Майка. Кайфовать. Август еще, да. Будем ездить в майках. О, сегодня второй день, как езжу в Феодосию. Некогда. Некогда. Хотел сегодня на Мегалом поехать, так не получилось. Не получилось поехать на Мегалом. Получилось поехать на Феодосию второй день. А потому что в Феодосию можно вообще в любой день ездить. 40 минут туда, 40 минут назад, примерно так. Ну, если по вот этой дороге, что я езжу в одну сторону чуть дальше, ну, час. Вот. Час, как бы, да. Спенейджа. Сегодня опять, наверное, не успею на звездопад воспоминаний. Опять выехал в 7, блин. То, блин. Ну, сейчас просто июль, август такие месяца напряжные. Много надо бегать по работе, двигаться. Гости приезжают в любое время. И утром могут приехать, и днем, и вечером. Так что, как бы, когда время есть, тогда вот выезжаю. А когда времени нет, тогда не выезжаю.
О. Дала. Что тут стоят все? О, там на бугру никого нету, значит мы сейчас заедем. Дара. Дара. Опа. Погнали в горы. Тут палаточка стал. Прям в бухте здесь. На диком пляже. Ну и там тоже палаточки стоят, да. Так, надо фары запрятать, чтобы они не тарахтели. Девочка глазами рисовала синего льда, стоит под огнем пулемета. Должен же растаять хоть кто-то, скоро рассвет, выхода нет, ключ поверни. Писать, трать, полетели, выхода нет. Выхода нет. Как ехать по горной тропе Феодосию. Да, что, в 7 часов, если вот выезжать, то как бы далеко никуда не поедешь. Либо Коктебель, либо Феодосия, все. В курортное дальше ехать. В курортное в одну сторону только 30 километров. А в Коктебель, в Феодосию, ну 12, ну 15 максимум в одну сторону. То есть как раз вот для такой небольшого такого заезда. Рассвет, когда нет, выход есть всегда. Вот, поэтому я вот еду в Феодосию. Не сидеть же весь день дома. То в спортзал съездил сегодня на часик. А теперь вечером вот на велосипеде катнем. Выхода нет, выход есть всегда. Только там, где его нет, надо искать выход. Чем мы сегодня встретим? Джип-тура. Ух ты. А то в последнее время что-то мы их не встречаем.
Это либо они уже спустились и поехали в сторону Коктебеля, либо просто уже все. Может, днем кого-то катали, а вечером никто не хочет. Так вот, если вот в 7 часов выезжать, то только вот в Феодосию и в Коктебель можно прокатиться. Но в Коктебель смысла нет, потому что там набережная вся закрыта. А чисто по дороге, ну там только я на смотровую заезжаю. Но ради нее чисто в одну сторону как бы ехать, это такое дело. Я обычно в Коктебель ехал на набережную, через Тихую бухту, заезжал на набережную, пил там кофеек или там мохито, мороженое там, и потом ехал дальше в Феодосию с Коктебеля, а с Феодосии уже назад в Орджоникидзе. А сейчас, так как Коктебель закрыт, то все, осталась одна Феодосия, ну вот именно вечером, если выехать. Феодосия и что? И курортная. Но в курортное дольше ехать. В курортное только в одну сторону 1,5 часа ехать. То есть это надо хотя бы выезжать где-то в 6. Хотя бы, то есть в 6 уже выехать. А я в 7 выехал. Ну, то есть время теряется, да. А на велосипеде по ночи как бы ездить долго не хочется. Это на машине одно дело, тебя видно все это. А велосипед не все могут увидеть. Хоть там навешай всяких огней. Так что по ночи ездить не очень. Как-то так, в общем. Фу, жара капец. Даже сейчас вот жара стоит просто. Ветра нету. Но сейчас самый пик. Вот по 15 сентября, вот, июль весь и по 15 августа. Ну, грубо говоря, чуть больше месяца. Ну, там месяц и... Ну, пускай месяц, да. Вот месяц это такой самый пиковый такой, что жарит, что отдыхающие все как бы едут, потому что море теплое, жарко так, ну и фрукты есть все местные. Как-то так, в общем. Да, жара стоит капитальная, ребята. Wow, baby, fire. Одни там в комментариях пишут, ну, ВКонтакте, короче, нашел 2 группы по велосипедам. Ну и выставляю фотографии туда. Вот где я езжу. Виды, все это. И, короче, пишут там некоторые: о, типа на электричке нет смысла выставлять километраж. Ну, а я там пишу, с откуда куда поехал и сколько получилось за день километров. Ну, за поездку. Они пишут там, некоторые там, на электричке, типа, надо писать, сколько общий подъем высоты и что еще забыл. Подъем высоты
А и какая типа какая местность, типа вся горная или не горная, или в общем что-то такое. Да в Крыму вся местность горная. Куда, блин, не поедь, везде сопки, горы. Везде ты как бы на высоту заезжаешь. Вот в Феодосию еду, сейчас поднимаюсь вот на высоту 250 метров. Потом, когда назад буду ехать, тоже буду подниматься на высоту, сколько там, 200, забыл уже, 220 или сколько там метров. То есть вот уже, грубо говоря, 550 метров будет набор высоты общий, да, там, ну, 600, да. И вот пишут такие комментарии, или, блин, никогда не были в Крыму, или, блин, тупые такие. В Крыму везде ж горы. Это ж не, блин, Сочи, Анапа. Геленджик еще там вот горная местность есть, но горы там чуть дальше. А Крым, особенно вся эта часть от Феодосии до Ялты, вся горная, везде горы. Меньше, больше, меньше, но они везде. Если ты едешь в горы, то ты уже набираешь высоту. Ну так я фотографии выставляю, и там как бы видно, ну, то есть, что это никакая не равнина там или что-то там еще. Вот. Ну, короче, пишут всякую херню. Одни там пишут: ой, да, типа на электричке, типа там 70 километров, да, это херня, типа я могу больше. Ну, типа уже начинают соревноваться сами с собой, что там они могут проехать больше на простом велосипеде там. В общем, но я обычно таким ничего вообще не отвечаю, потому что это такие люди не догоняющие, что вообще к чему. Или там пишут: да, электровелосипед, типа, это, блин, не велосипед вообще. Нет, это не спорт. Во. Это вообще не спорт, да. Ну они вообще, ух ты, какая-то змеючка. Какая-то быстрая такая змеючка. Такая чуть-чуть пошуршала. И пишут, да, что типа электровелосипед это не спорт, это все фигня. А то, что поднимаешься в горы, да, это не спорт. Ну, по ровной дороге, может быть, да, ты особо никакой нагрузки не ощущаешь. А когда ты в горы поднимаешься, то еще какой спорт. Ну, короче, есть такие умники, пишут всякую херню. А есть нормальные, ну, какие, в принципе, по жизни, как и везде. Есть умники, а есть нормальные люди, адекватные, которые понимают все. А есть всякие умники, да. Если ты не знаешь про электровелосипед, его принцип работы, как он что вообще устроен, то что ты пишешь всякую
херню. Ну им лишь бы что-нибудь написать. Вот такие дела, в общем. Ну а мы продолжаем взбираться в горы. Жара, капец. Капец, ветра нет вообще. Просто спека. Просто спека. Ну, в общем, а если люди спрашивают там, какой аккумулятор, сколько можно проехать на таком велосипеде расстояние, ну и так далее. А есть же люди, которым надо вставить свои 2 копейки, что то не то, это не это, вот я круче там тебя или там кого-то. Вот. Фу. Поднялись. Да, жарище, конечно, капец. Так, время, блин, 7:30, блин. И спека такая. Ну это лето ж, да? А что ты сделаешь? Лето — это кайф. Не жалуйся, а то потом придет сентябрь, когда уже надо будет штаны одевать, кофточки, перчатки закрытые. Вот да. Так что сейчас это кайф, что жара, что нет ветра, там может что-то еще там. Наслаждайся летом, потому что лето это самый кайф на велосипеде ездить. В шортах, в майке, без шапки, вообще налегке. Налегке все. А потом вспомнишь, как, блин, эти куча штанов, куча кофт, куртка там, потом маску, потом шапку. Ну вот как-то так, да. Было. Фух. У нас велотур по горам Феодосии. В одиночку. Велотур в одиночку. О! Ну вот мы и наверху добрались. А тут тенечек, кстати. Развернемся сейчас. О! Фух, что там? Затихло. 15:22. Сейчас поедем уже, да, нечего стоять. Может, успеем на звездопад. Фух. Поехали, да. Ой. Сегодня в спортзале был. Ой, часы не включил. Ну ладно.
6%. Вот сейчас высота 246, а общий подъем 268. Вот посмотрим за сегодня, какой будет общий подъем. Вот. И, короче, сегодня делал жим 105 на 5. Сегодня я и делал 4 подхода. 3 подхода, в общем, да, 105 килограмм на птице. 105 на 5. 3 подхода. Ну, я думаю, максимум у меня сейчас на раз будет, наверное, килограмм 120. 110 я смогу выжать на 3-4 раза. Ну, на 3 100%. Вот. А вот 120 на раз, думаю, сейчас смогу сделать. Но это я особо и не... Что я? Я всего лишь делаю 4 упражнения. Да и летом особо и не надо напрягаться. Это там осенью, да, зимой, осенью, там весной, да. А летом жара такая, хоть даже и как бы прохладно в спортзале, но все равно как бы на улице то спека, и все равно организм ощущает все вот это. Поэтому летом можно особо так и не напрягаться, так делать 4-6 повторений там. А может быть осенью или зимой можно и попробовать сделать на раз там. Ну, может не на раз, может на 2-3 раза. Ну, я думаю, сейчас у меня максимум, да, это 120. Осенью, зимой, думаю, будет больше чуть-чуть. Потому что осенью, зимой особо не так бегаешь, не так устаешь. Так что осенью, зимой можно где-то выйти на жим, ну, где-то 125-130 на раз. Но я не пью никакие там протеины, аминокислоты, там всякие гейнеры, мейнеры. Чисто так занимаюсь. И все. Раньше пил, да. И раньше я жал сколько? Ну, в зале я жал 140 на раз. 140, там 142,5, 145. Вот. В зале, да, жал. Кто там звонит? Или никто не звонит? Или кто-то звонит? Непонятно. Сейчас встанем вот здесь, в нашем местечке. Ой. Фух. Не, никто не звонит. Это что-то выключилось. Вся Феодосия на ладони.
Ладно, помчали. Помчали. Опа. О. Опа. А здесь по этим дорогам вообще редко, когда я кого-нибудь встречаю. Что пешеходов, что на велосипедах. Эндуро даже встречаю парней редко. Либо мы не в то время ездим в разное, либо они так редко здесь ездят. Это я, блин, езжу постоянно. А что так вечером вот куда? На пляж. На пляж как бы не всегда охота. Лучше вот так сесть куда-нибудь, поехать. Ну, на пляж можно ездить на машине, например, в Судак, на Меганом или в Новый Свет. Туда приехал, покатался. Да, приехал туда машиной, покатался. Велосипед закинул в машину. Ну, там я вот имею в виду по Новому Свету покатался или по вот Судаку. Потом приехал, велосипед закинул, пошел, скупнулся и потом назад домой. Вот так, да, нормально. Фу. Это какие-то собаки большие. Но вчера, блин, напали на меня дворняги. Блин, забыл взять этот пшикалку от комаров. Надеюсь, их сегодня там не будет. Напали на меня так. Думал, сейчас будут еще кидаться. Надо на них орать матом. Тогда они вроде как это пугаются. Я забыл, у меня же есть этот, моя пищалка. Гудок, надо было включить гудок. Вот. Ну что-то я это... Что-то я позабыл за этот гудок. Собачка сидит, охраняет территорию. Фу. А куда-то это интересно здесь налево они поворачивают. Куда-то дорога выходит. Куда-то выходит. Вот мы уже в частном секторе.
Да, ну жара, конечно, стоит капец. Просто капец. Просто капец, жара стоит. Никого не. Кот лежит, отдыхает, балдеет. Котейка балдеет. Фу. Пешеходы, быстрее, быстрее. А то тут носятся всякие гонщики. Сколько у нас? Время 19:38, блин. Не знаю, можно и не успеть. О, самосвал прям, бля, 2 самосвала прям. Что они тут забыли во дворах? Что там и тут тоже? Что-то там. И там тоже я видел во дворах. Короче, делают ремонт везде. Ну, не везде, а в некоторых дворах делают ремонты. Фу, жара капец, конечно, да. Фу. Жаришка, не то слово. Тут на тачках ребята гоняют. Велосипеды, самокаты. Фу. Забейте гол и получите 100 рублей. Нет, получите 100 рублей и... попробуйте забить гол за 100 рублей. И если не получилось, попробуйте еще раз забить гол. Потом еще раз забейте гол. Не получилось? Ну давайте еще раз. И, короче, так. Бьешь, мимо.
там уже 500 рублей нет, уже 1000 нету, а ты все бьешь и бьешь. Так что как-то так вот. Что это за попрыгунья? Фу, да. Народу, конечно. Вы готовы к нашим прекрасным пузырям? Вы готовы? Нет, мы не готовы. Вы готовы выиграть приз? Нет, не готовы. Духотище, конечно, капец. Просто жесть. Просто жесть. 24. Я море поет, бля. Да, духота. Пам-пам-пам-пам-пам, пара-пам-пам, рам-пам-пам, рам-пам-пам. Малые. Вот. Электричка. Пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. Ла-ла-ла-ла-ла-ла. Мяча. Да, народу так нормально. Фу. Тут электрокары ездят. Вон стоят они. Вон один поехал. Электрокары. Электробайки. Сало, бейба. Сало, бейба. Сало, бейба. Летом. Давайте, езжайте. А он тут не проедет. Прикольно. Давай. Крути. Тяжко на подъеме. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Фу. До конца.
полчаса. Девочка машет рукой. Приветствие велосипедистов. Видим, мы вас видим. Ого, там машин сколько на парковке. Здесь площадка детская такая большая. О. Фух. 19:48. Фух. Что, едем на набережную. Едем на набережную пить мохито. Олелелес, оделес. Олелелес, оделес. Собаки. Фу, капец, духота, конечно. Духотище просто жесть. О.
Мальчики маленькие, мальчики маленькие. Ого, народу сколько, капец, просто жесть, обалдеть, вот это сегодня движение здесь, просто жесть, собаки, эй, собаки. Так, все, сейчас мохито попьем и поедем на звездопад воспоминаний. Думаю, успею. А там посмотрим, успеем или не успеем. Небо, небо, звезды, небо, звезды. Эй, собака, потерялась.